Добрый день, в эфире телеканала НТС Новости, в студии Елена Яковлева. В дисциплинарной комиссии сегодня рассмотрели обращение ГКНБ в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Еще в декабре прошлого года с подачи спецслужб Генпрокуратура обратилась в этот орган с тем, чтобы они рассмотрели возможность привлечения Гульбары Калиевой к уголовной ответственности. Напомним, ГКНБ подозревает ее причастность к коррупционной схеме при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы «Местный суд». Несколько человек по этому делу уже задержаны. Сама же Калиева на заседание в дисциплинарную комиссию в который раз не пришла по состоянию здоровья, просит отложения рассмотрения. ГКНБ накануне уже заявил, что под разными предлогами Гульбара Калиева намеренно затягивает процесс рассмотрения ее вопроса, но это в Верховном суде опровергали. Между тем, сегодня она предоставила больничный лист и справку из спецполиклиники, но представители Генпрокуратуры возразили. Следователь по особо важным делам сообщил, что ущерб государству вследствие ее действий составил 1 миллион 211 тысяч сомов. Кроме того, по его словам, поставлена под угрозу была и госбезопасность. В частности, это утечка информации, так как частной компании предоставлен был полный доступ к базам данных. В результате коллегия дискомиссии принялась рассматривать вопрос за закрытыми дверями без присутствия Калиевой. И по итогам заседания приняла решение отстранить ее от должности на время и позволить привлечь к ответственности, что позволит вызывать ее на допросы. Арестован Джалиль Атамбаев, известный бизнесмен и в прошлом сотрудник правоохранительных органов, проходит фигурантом, как выяснилось, по нескольким досудебным производствам. ГКНБ подозревает его в том числе в незаконном обогащении в период его пребывания на госслужбе. Следствие полагает, что, используя свое положение, он нажил большое состояние, обзавелся дорогостоящим недвижимым имуществом, оформляя его на своих близких родственников. Накануне спецслужбы заявили, что собрали достаточно доказательств того, что Атамбаев незаконно обогатился благодаря работе в правоохранительных структурах и заключили его в СИЗО. Напомним, историю обогащения Джалиля Атамбаева ранее расследовали журналисты. Многие партнеры тогда этого бизнесмена, к примеру, в строительном секторе, жаловались в интервью, что после завершения объектов они не могли получить часть своей прибыли. Атамбаева ваши считают одним из самых богатых людей. 2 милиционеров задержали в Бишкеке. Сообщается, что это сотрудники Октябрьского РУВД, которые вымогали у гражданина 100 тысяч сомов за прекращение уголовного дела в его отношении. Мужчина ранее передал им первую часть взятки – 75 тысяч, а когда принес оставшиеся 25 тысяч, финполиция провела арест с поличным. Крупный канал сбыта фальшивых долларов также пресекли милиционеры. Мужчину, который пытался обменять 17,5 тысяч долларов, задержали оперативники. Ранее в межрегиональное управление МВД поступила информация о фальшивомонетчиках, которые на территории Ошской и Джалалабадской областях обменивают поддельные купюры американской валюты. Следственная служба МВД в Аше начала досудебное расследование по статье «Подделка денег и ценных бумаг», а также сбыт поддельных денежных знаков. В результате следственных мероприятий они вышли на злоумышленников и выступили в роли покупателей. Валютчики обменивали липовые деньги по схеме на 1 тысячу фальшивых, 350 настоящих долларов. Правоохранители отмечают, что качество и уровень изготовления поддельных купюр высокий. По предварительным данным, они завезены из ближнего зарубежья. 3 человек умерли, еще 4 в тяжелом состоянии. Это жители села Карасу Аксайского района Джалалабадской области. Все они, как сообщается, получили отравление. По некоторым данным, все 7 человек были на торжестве. После того, как почувствовали себя плохо, решили обратиться к медикам. По дороге в больницу 3 скончались. Другим врачи пытаются помочь. По некоторой информации, пострадавшие отравились алкоголем. Есть профессионалы и нет условий. Труднейшие операции по восстановлению сердец выполняют отечественные врачи научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов. Пожалуй, солидным осталось лишь название у этого медицинского учреждения. Остальное давно устарело. И с каждым годом все больше приходит в негодность. В этом центре работают умелые хирурги. Оперируют детей с врожденными пороками сердца. Выкраивают время так, чтобы успевать спасать маленьких пациентов в одной единственной операционной, не имея ни рентген-установок, ни другого нужного оборудования. Как лечат хрупкие сердца? В этом институте узнавал Кубат Кубанычбек Улу.
Единственный в Кыргызстане научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов нуждается в ремонте. Сейчас в приемном отделении института огромные очереди. У большинства пациентов серьезные проблемы сердца. Однако прооперировать смогут далеко не всех. Здание было построено еще в 1985 году. С тех пор в отделении ни разу не проводился капитальный ремонт. Ну а о техническом обеспечении говорить даже чуть стыдно, заявили врачи. Раздевалка для медсестер. Вот. Самидин Шабралиев – глава детского отделения центра. По его словам, государство выделяет средства только на зарплату медработника. Ну а здание, которое рушится на глазах, ремонтируют врачи либо за свой счет, либо за деньги спонсоров. Давно уже не горят, мы сами уже поставили уже. Новые другие поставили уже лампы. Линолеум. Да, линолеум, да, в 2009 году спонсоры помогли. Спонсоры. Окна в палатах последний раз меняли несколько лет назад. В кабинетах, где сейчас работают врачи, до сих пор стоят деревянные окна еще советских времен. Из огромных щелей зимой сильно сквозит. Пришлось обклеить дырки скотчем. По словам Самидина Шабралиева, в отделении проводят сложные операции на сердце. Однако возможности клиники ограничены. Причина одна – нет должных условий. Есть лишь один операционный стол. В реанимации всего 4 койки. Из-за чего некоторым маленьким пациентам, какой бы тяжести ни была их болезнь, приходится ждать своей очереди на операцию. В прошлом году случилось несчастье. Ребенок погиб, так и не дождавшись момента, когда его прооперируют. После этого случая врачи потребовали от правительства обеспечить реанимационный блок хотя бы 8 койками. Подарили это в 2009 году подарили, 2 аппарата подарили, да, вот. И то тогда еще был это бушный аппарат. Это уже совсем уже старый аппарат уже. Лампы тоже старые, вот. То же самое. Вот это кафели, все это с советского времени. Отделение нуждается в современном техническом оборудовании, чтобы кардиохирурги могли и дальше спасать жизни самых маленьких пациентов. В медучреждении нет даже аппарата рентгена. Это старый аппарат, это собрано из 2 аппаратов, которые куплены в 1987 году и 1991 году куплены. Это вот этот аппарат старый. Лампы все старые, лампы уже. Вообще такого операционного нигде нету. Сейчас операционные они другие, они как кабина. Заводит кабину и внутри. Вот это окна не должно быть в операционном. Окна, там щели все равно, мы сколько вот мы закрываем, все равно щели. А самое главное еще, у нас кондиционер плохо работает. Центр остро нуждается в аппарате искусственного кровообращения во время операции, который стоит около $200 000. Для реанимации не приспособлено. Мы просто, это холл, мы вот эту сторону закрыли, и с этой стороны закрыли, сделали реанимацию. Вот с этой стороны 4 койки, это для взрослых, а вот это 4 койки для детей. А для детей это очень мало. В любом нормальном центре это минимум бывает 8 койк реанимации. Минимум это. А так бывает 12, 16, 20, 22 койк. Да. У нас всего лишь 4 койки. Ежегодно в этом отделении врачи проводят около 500 операций. В прошлом году во время пандемии удалось прооперировать около 320 человек с врожденными пороками сердца. Самая дешевая оперативная процедура стоит 15 000 сомов, самая тяжелая – около 100 000. Заведующий отделением сообщил, что неоднократно обращался к чиновникам с просьбой создать необходимые условия для больницы, но все безуспешно. Кубат Хуанчпекулу, Ахзат Тюлеев, НТС. Ситуацию с коронавирусом продолжают отслеживать в республиканском штабе. По их информации, за последние сутки выявлено 54 заболевших по республике. 26 человек в Бишкеке, 10 в Чуйской области, 7 в Иссык-Кульской. В других регионах показатели минимальные. А в Таласской области и Ашем новых случаев нет. Нет, к счастью, и умерших на сегодня. За весь период пандемии скончалось 1468 человек. Тем не менее, лечение граждане продолжают. В стационарах находятся 368 пациентов, на амбулаторном лечении около 250.
Ответственным за чистоту и порядок дворникам Бишкека обещают поднять зарплату. Их труд зачастую многие граждане не ценят, но именно он важен для здоровья людей и красоты города. Непростой рабочий график, а еще риски, с которыми сталкиваются работники муниципального предприятия «Тазалык», нельзя не признать. Не говоря уже о том, что работа физическая и в жару, и в стужу. По обещаниям «Тазалыка» оплата труда дворников может быть увеличена на 40%. А тем, кто особенно хорошо обслужил свой участок, будут выдавать стимулирующую премию в размере 30% от оклада. На этом у нас пока все. Смотрите наши следующие выпуски новостей, а я с вами прощаюсь. До свидания.